Китай выразил недовольство введением визового ограничения в отношении своих чиновников, замешанных в репрессиях уйгуров. Представитель Министерства иностранных дел Китая Ген Шуан сказал, что Соединенные Штаты мучили китайских ученых, предпринимателей и студентов, откладывая, отменяя или не выдавая визы, что является препятствием социальному обмену между Китаем и США, а также нарушением интересов и законных прав китайских граждан. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что правительство наложило визовое ограничение на некоторых китайских чиновников, обвиненных в давлении и насилии над уйгурами и другими мусульманами Восточного Туркестана. В поисках решения торговой войны США и Китай снова сели за стол переговоров. South China Morning Post сообщила, что сторонам не удалось достичь прогресса в переговорах и что китайская делегация может покинуть Вашингтон раньше, чем ожидалось. Во время обсуждений, прошедших в понедельник и вторник, китайские дипломаты отказались говорить о передаче технологий, критически важных для США. Вместе с этим, один из источников подтвердил, что единственным вопросом, в котором Китаю удалось добиться сдвига, является отмена санкций. Итальянская нефтегазовая компания Eni прекратила свои работы в Средиземном море. Самоотверженность Турции в защите подземных богатств заставила иностранные компании покинуть участок. Компания Eni, направившая буровое судно в Средиземное море по требованию Греции, отказалась проводить буровые работы, пока корабли военно-морского флота Турции патрулируют участок. Россия и США отвергли предложение некоторых стран из Совета Безопасности ООН осудить операцию Турции, названную «Источником мира» и направленную на уничтожение террора и установление мира на севере Сирии. С другой стороны, оценивая результаты операции, президент Турции Реджеп Таyyip Эрдоган сделал следующее заявление: «Придите в себя. Если вы не прекратите называть наши действия оккупацией, то нам ничего не стоит открыть границы и отправить в ваши страны 3,5 миллиона беженцев». Компания Apple удалила из своего магазина приложение, которое позволяло следить за перемещениями полиции во время протестов в Гонконге. Компания объяснила это тем, что приложение было использовано против сил безопасности китайского особого административного округа.